Я продолжаю писать карту дня на 9 октября. На понедельник смотрим мы следующие 6 знаков зодиака. Это будут знаки от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6, тогда вам нужна первая часть. Я внизу под этим видео оставила ссылочку на первую часть. Нажимайте, переходите, и там будут ваши знаки. Смотрим дальше. Весы, 9 октября, понедельник, события дня. Покажите мне 9 октября, весы. Конвертик, получение. Вы для себя можете что-то получить в этот день. Интимная связь, может быть, кровать. Застолье. Ожидание. Чемодан, временная разлука, расставание. Печаль, разочарование. Неприятность, расческа. Еще и рыба выпадает, да, то есть рыба показывает, что вас кто-то может обмануть. Это и будет неприятностью для вас. Ну и змея нельзя. Череп нельзя. Исполнение желания. Ну, у вас много хороших событий, но есть, конечно, и предупреждения. Так, успех нельзя, потому что зафиксировано. Здесь нет, и здесь нет. Значит, смотрите, из хорошего, да, то есть сразу выпали застолье, получение, интимная связь, исполнение желания, ожидание чего-то или кого-то, то есть, возможно, ожидание, да, то есть кто-то уезжал, да, то есть будет возвращаться с чемоданом. А из минуса у вас выпала неприятность, даже показали какая, да, то есть это будет заманчивое предложение, которое будет обманом, и ваше разочарование. То есть вас сначала заманили, да, то есть обманули, да, то есть и потом вы узнали, что это обман. Ну вот и вот вам и неприятность. Поэтому вам надо в понедельник никому не доверять. То есть, если делать какие-то предложения, лучше 10 раз перепроверить, не знаю, там, проконсультироваться с кем-то, кто в этом лучше разбирается. Может быть, вы что-то покупаете, что-то подписываете, что-то оформляете. Да? То есть, и карта показывает, что ну, будет обман. Вам-то будут красиво петь, красиво рассказывать, а по итогу вы только потеряете. Так что вот такое для вас предупреждение на понедельник. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Карта упала сейчас. Будем поднимать. Смотрим дальше. Скорпиончики. 9 октября. Октября, события дня. Скорпионы. Череп. Череп показывает ухудшение самочувствия. Возможно, вы будете заниматься своим здоровьем в понедельник. Будильник.
Да, то есть будильник показывает, может быть, у вас, например, на определенное время встреча, да, то есть в больнице, к врачу прием назначен. Угу. Также, смотрите, есть общение с влиятельным человеком, корона и победа. Победа, успех. Цветок нельзя. Ну, здесь я не вижу. 4 события я нашла. Первое, тема здоровья, болезней, да, то есть медицины будет важная в понедельник. Дальше второе, будильник показывает, что день может быть расписан по часам, да, то есть когда там в определенное время нужно будет куда-то попадать, да, то есть и будильник показывает, что, ну, может быть какая-то проблема. Дальше будет общение с влиятельным человеком и будет победа в этот день, достижение нужного результата. Так что, ну, все события, в принципе, со знаком плюс, но единственная болезнь, да, то есть смотря как проиграется. То ли вы лечитесь, то ли вы, может быть, вы с кем-то идете в больницу. Ну, если все нормально, то может быть предупреждение, что вы можете заболеть в этот день, поэтому надо себя будет поберечь. Благодарю за внимание, Скорпионы. Перехожу к Стрельцам. Стрельцы. 9 октября. События дня, Стрельцы. Дорога выпадает вам в понедельник, поездка. Застолье. Бокал. Что-то можете отмечать. Нерешенный вопрос. Цепь. Ножницы. Решится какое-то дело. Смотрите, нерешенный вопрос решится. Возможно, вы уже много раз пытались решить, не получалось. Но вот, говорят, карты в понедельник должно решиться. Временная разлука, чемодан. Может быть, с чемоданом даже уезжаете. Домик нельзя здесь. Подарок тоже нельзя. Так, значит, смотрите, периметр не нашла. Первое событие было поездка, чемодан, застолье, мероприятие какое-то, нерешенный вопрос, который решится. Вот такие события для вас. То есть у вас, видите, все со знаком плюсик выпало. Благодарю за внимание, Стрельцы. Перехожу к Козерогам. Смотрим, Козерожки. 9 октября.
Козероги. Бабочка, деловой разговор у вас может быть. Конфликт. Решение вопроса. Может быть, вопрос решится через конфликт. Болезнь, плохое самочувствие, усталость, острая боль. Весы, сложный выбор, колебания, сомнения. Ну, здесь нет. Получается, у вас будет деловой разговор с кем-то, деловые отношения, бабочка показывает. Конфликт, решение вопроса, ухудшение самочувствия и какой-то сложный выбор в этот день. Ну, смотрите, болезнь не обязательно ухудшение самочувствия. Может быть, вы запланировали там поход к врачу, к косметологу. Может быть, вы идете с ребенком, да, то есть тоже может выпадать болезнь. То есть иногда, может быть, вы являетесь свидетелем конфликта, да, а не участвуете в конфликте. То есть, ну, вот я недавно снимала видео, где я рассказывала, что события могут проигрываться не с нами, а с нашими близкими, или мы можем являться свидетелями этих событий. Так что это тоже учитывайте. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу я к водолеям. Смотрим водолеи. Девятое октября. События дня для водолея. Покажите мне, пожалуйста. Ножницы, решится вопрос. Приглашение вы можете получить куда-то. Чемодан, временная разлука. Конфликт нельзя. Застолье, бокал, приглашение на застолье, надежда, гости. Ну, очень похоже, что вас пригласят в гости на какое-то застолье. Так, сейчас я еще проверю. Угу. Может быть, это и свидание даже романтическое. Еще и рядом свечи выпадают. Иногда свечи показывают не надежду, а романтику. Ожидание, корабль. Кого-то или чего-то ждете. Ждете, может быть, этого вечера.
Здесь нет. В общем, смотрите, что у вас выходит. У вас решится какой-то вопрос. Ну, это больше связано с работой, с делами. Дальше у вас будет приглашение, застолье, гости, свидание. Да, то есть, ну, какая-то приятная встреча, надежда. Ну, опять же, надежда, то есть это, скорее всего, просто вот какая-то, опять же, романтическая атмосфера или позитивная атмосфера. Ожидание и временная разлука с кем-то. Может быть, кто-то был в отъезде, да, то есть и вы встречаетесь, да, после долгой разлуки, да, то есть вы устраиваете какое-то мероприятие. Может быть, наоборот, человек куда-то уезжает, и вы перед отъездом решили устроить, да, то есть себе такой вот какой-то вечер отдыха. Может быть, и так, и так. А может быть, вообще это событие не касаться этого. Ну, в общем, я вам назвала, то есть, а как у вас проиграть, это, конечно, уже такой вопрос индивидуальный. Благодарю за внимание, водолеи. Перехожу я дальше к рыбкам. Надо еще сейчас посмотреть, что будет у рыбок. Так, рыбки. 9 октября. События дня. Так, подожди, упала. Смотрим, рыбки, 9 октября. События дня. Сразу же в понедельник утром выпадает солнышко, радость. Да? Просыпайтесь в хорошем настроении, довольные. Также может быть встреча в этот день у вас. Общение с семьей, с детьми, цыпленок. Печаль, сильные переживания. Приглашение. Ожидание. Периметр не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день 6 событий. Первое показывает, что с утра будет хорошее настроение, потом, конечно, может испортиться, да, то есть, видите, у вас такой день крайности, да, то есть от печали до радости, что называется. Но с утра точно будет хорошее настроение. Может быть встреча, может быть общение с семьей, с детьми, какие-то совместные события, приглашение, ожидание, да, то есть и какое-то разочарование, печаль, то есть сильно, да, то есть сильно глубокое переживание. Но опять же, я не вижу здесь повода прям для сильных переживаний. Нету ни обманов, ни неприятностей, ничего. Может быть, ожидание, да, то есть это вас как-то расстроит. Иногда бывает, что это не связано с нами лично, да, то есть у кого-то что-то происходит, и мы переживаем за кого-то, так тоже может быть. Поэтому, рыбки, вот такая вот информация для вас на понедельник. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.